Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Ананьева. Здравствуйте. На календаре пятница, 12 января. Наступивший 2024 в Чувашии пройдет под знаком года экологической культуры и бережного природопользования. Экоуроки, фестивали, конференции, конкурсы, экскурсии, олимпиады, слет школьных лесничеств, субботники и многое другое. В течение года в республике запланировано множество просветительских мероприятий. Будет продолжена работа по сохранению и благоустройству малых рек, озер, прудов. Большое внимание будет уделено и продвижению экологического туризма. Для жителей и гостей республики в лесах и заповедниках будут созданы эко-маршруты. Не останется без внимания и памятник природы старейшина чувашских Дубрав. Территорию вокруг него также планируют благоустроить. Добавлю, в скором времени в Чувашии появится свой экологический атлас. Это будет интерактивное справочное издание о природных явлениях и объектах региона. Экология – дело каждого. Стартовал 4-й сезон международной детско-юношеской премии Росприроднадзора. Принять в нем участие приглашает Минприрода Республики. Экомир, экоблогер, экотуризм. Конкурсантам на выбор предлагается 12 номинаций. Оцениваться будут и рисунки, и мультфильмы, и экологические проекты. В работах участники могут продемонстрировать свою деятельность по сохранению природы и продвижению экологической культуры, выразить собственную точку зрения и предложить варианты решения насущных проблем. В конкурсе могут принять участие как дети и подростки, так и взрослые. Прием заявок продлится до 1 апреля этого года. Призами для победителей станут смартфоны, ноутбуки, умные колонки, а также путевки на Черное море. Куда отправиться в предстоящие выходные? Например, всей семьей в библиотеку. Клуб выходного дня организует в субботу Национальная библиотека Республики. Уютный праздник Рождество в кругу друзей. Это ежегодное семейное событие с музыкой, стихами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Концерт с участием детских творческих коллективов подарит собравшимся теплые эмоции. Юных гостей угостят шоколадками, собранными в ходе акции «Подари ребенку радость». Для ребят проведут творческие мастер-классы, где они смогут сделать своими руками сувениры для родных и друзей. Начало творческого праздника в 11 часов. К слову, 13 января в библиотеке объявили Днем возвращенной книги. Это замечательная возможность без штрафов сдать литературу, срок возврата которой давно вышел. Более 150 юных спортсменов в возрасте от 4 лет и 2 команды родителей. В Чебоксарах прошла традиционная новогодняя эстафета детско-юношеского спортивного клуба «Такуан». В эстафете по традиции принимают участие и дети, и взрослые. Так родители показали ребятам отличный пример упорства и слаженности. В каждой возрастной категории были определены свои победители. Но главное, все участники продемонстрировали спортивный дух. Нашему клубу в 2025 году будет 30 лет, мы будем праздновать большой юбилей. И вот эта эстафета – это такая уже традиция, которая вот уже реализовывается 28-й раз. И во время этого мероприятия мы подводим как и спортивные итоги, и также справляем Новый год именно в спортивном формате, где собираются все ребятишки от мала до велика. Таковы вести к этому часу. Желаю вам успешного завершения рабочей недели и отличных выходных. Оставайтесь на телеканале «Россия».